Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 31 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. 3 карты достанем на отношения. Карту на финансы и карту на работу, если вдруг кто-то в этот день работает. Так, ну и по итогу дня у нас что будет, да? Итак, у нас карта дня лилии, а это значит, что будет очень комфортный такой день, когда мы радуемся жизни, когда нам все нравится, нас устраивает, когда рядом с нами люди, которые нас уважают. Эта карта связана с властью. Может быть, будут какие-то распоряжения от властей, допустим, какое-то послабление, новые порядки, да, улучшение ситуации. Может быть, перемена такая будет, допустим, вы работали на неделе, да, сейчас вот у вас есть возможность расслабиться, отдохнуть, пожить в свое удовольствие, в комфорте, в расслаблении и так далее. А также карта говорит о том, что хорошее время для прогулок на природе, наслаждения красотой, хорошее время, чтобы организовать себе пространство как-то очень уютно, красиво и приятно, хорошее время, чтобы посвятить время творчеству какому-то, раскрыть какие-то свои таланты, способности, поучиться чему-то такому, что очень радует. А также это карта, которая говорит о том, что будет все очень мирно, будет очень все гармонично. Если была какая-то ссора у кого-то, есть возможность помириться. Есть, знаете, такое состояние какой-то мудрости, зрелости, когда мы, вот, допустим, в других бы обстоятельствах отреагировали как-то остро, критично, то сейчас вот мы сегодня как-то очень спокойно себя ведем и не реагируем как-то, как сказать, негативные эмоции не проявляем. А что еще здесь может быть? Может быть получение какого-то профессионального опыта. Может быть, кто-то в воскресенье будет и этим заниматься. Ну, в общем, карта такой безмятежности, карта, когда мы вот выполнили свою задачу, да, выполнили свой долг и вот отдыхаем, наслаждаемся жизнью. Хорошее время. Кстати, если у вас есть, допустим, родственники какие-то, близкие люди старшего возраста в семье, которые отмечают в этот день какую-то дату памятную, да, вот, возможно, вы будете приглашены на праздник, либо сами будете этот праздник организовывать. А что будет помогать? Будет помогать корабль. Да? Корабль говорит о том, что будет меняться, будет помогать настрой на изменения какие-то в жизни. Если приходят какие-то новые люди в жизни, какие-то, может быть, изменения там в профессии, да, в делах, в деньгах, вот любые изменения, они здесь помогают. Или, может быть, изменения уже были, а мы можем их как-то закрепить, привыкнуть к ним, войти в новый образ жизни, как-то привыкнуть к новым людям и так далее. То есть вот карта говорит о том, что здесь какое-то изменение образа жизни. А может быть, допустим, у вас была рабочая неделя, и вы привыкли там бежать, все успевать, а тут вот можно расслабиться и вот спокойно как бы действовать за своими желаниями, да, то есть вот захотел что-то, спокойно пошел, сделал, вот как-то так. А что еще здесь важно? Важно, что могут быть какие-то поездки долгожданные, которых вы очень ждали, могут быть какие-то покупки, может быть, и сами что-то будете продавать, особенно если вы, допустим, занимаетесь продажами, торговлей, коммерцией, то очень удачный день будет. Вы действительно здесь многое можете сделать. И вообще, карта говорит о том, что вы будете чувствовать себя наполненными, вы будете чувствовать себя какими-то окрыленными, появится какая-то мечта, желание достичь чего-то. То есть здесь вот прям такое ощущение, что вы возрождаетесь, у вас как будто жизнь выходит на новый уровень, вы выходите за какие-то пределы привычные, за дверь дома, наконец, выходите, да, и радуетесь вот этой свободе, радуетесь тому, что вас окружает. И теперь что будет мешать? Мешать будет карта облака.
а это значит, будет мешать какая-то неопределенность, переменчивость ситуации, или, может быть, конфликты какие-то, да, вот конфликт интересов с близкими людьми, допустим, какая-то проблема может быть. И вот самое главное, не придавать этому большого значения, потому что здесь все быстро закончится, можно прояснить ситуацию, да, можно просто переждать и как-то переключиться. Самое главное, вот не поддаваться вот настроению какому-то плохому, да, и, может быть, как-то часть дня подчинить свое настроение разуму, рассудку, да, или просто заняться какой-то интеллектуальной деятельностью, обучением, в общем, как-то переключиться, уйти от чувств и удовольствий, уйти в работу головой, да, и тогда вот здесь не будет каких-то проблем лишних, непонимания какого-то, может быть, знаете, какого-то, ну, короче, конфликтов можно избежать. А теперь посмотрим отношения, да, для тех, кто в поиске партнера. Здесь карта ребенок выпадает, а это значит, вы можете встретить человека очень искреннего, открытого, может быть, даже какого-то наивного, да, человека, может быть, он младше вас будет, но это человек, который действительно, как бы, с которым вы почувствуете себя самим собой. Вот прям есть такая возможность, посмотрите, многие карты об этом говорят. Для тех, кто в паре уже. Здесь выпадает карта гроб, а это значит, у вас, скорее всего, заканчивается период какой-то тяжелый, или период ограничений, да, вот самоизоляции, или период, когда вы не можете помириться, вот потому что у нас лилия, она вообще обозначает мир, примирение, да, то есть вот как раз заканчивается вот этот период, наконец-то, когда были какие-то утраты, когда как-то нехорошо, может быть, вы общались, да, деструктивно, когда вы проявляли какие-то отрицательные эмоции или расстраивались по какому-то поводу, да, то вот сейчас у вас здесь есть возможность почувствовать себя намного лучше, может быть, даже возродить как-то свои чувства, мудрее начать относиться друг к другу. Для тех, кто в ссоре, карта дерева выпадает, а это значит, может быть, немного не время, да, вот дерево, оно обычно означает у нас там силу, мощь, рост, семью и так далее, да, но так как дерево у нас на этой карте зимнее, да, на нем еще нет листьев, то вот карта предупреждает, что вот именно сегодня лучше как бы восстановить силы, да, побыть самим собой. Если нужно что-то проанализировать, подумать про это, либо просто отдохнуть, там, выспаться, отключиться от всех каких-то негативных эмоций и порадовать себя. Может быть, что-то поменять в своем образе жизни, может быть, заняться чем-то приятным, пойти там на природу погулять. Но вот такое ощущение, что лучше сегодня не мириться, да, отложить это нужно. А теперь что касается денег. Для денег выпала карта кольцо. То есть сегодня кто-то будет, может быть, делать какие-то привычные покупки, которые просто необходимы там для семьи, для детей, друг для друга и так далее. Да? А может быть, кто-то будет покупать какие-то драгоценности, потому что у нас здесь карта кольцо выпадает. Да? Это может быть и траты на какие-то как бы важные мероприятия, на какие-то праздники. Также карта говорит о том, что вы можете лишнего потратить. Допустим, начнете, да, и когда уже деньги закончатся, тогда только остановитесь. Вот насчет этого нужно быть осторожней. Ну, в принципе, карта это хорошая для денег. Это как раз карта, которая говорит о том, что у вас есть деньги, либо это прибыль какая-то приходит, может быть, подарок какой-то приходит, либо деньги в подарок, либо просто какой-то подарок, очень такой приятный и недешевый, да. Может быть, здесь вы будете покупать какие-то приятные вещи, там украшения, красивые какие-то вещи, одежду и так далее. А теперь работа. Для тех, кто работает, в воскресенье выпадает карта змея, а это значит, что либо вам не хочется работать, да, вот могут быть какие-то трудности, может быть,
разочарование было какое-то на неделе в работе, да, и вот трудно себя заставить. Но с другой стороны, вот если вы сегодня все-таки как-то проявите себя вот в профессиональной деятельности, как-то вот по-особому, да, так как вы именно это можете, вот ваш профессионализм какой-то покажете, покажете, может быть, себя с неожиданной какой-то стороны. Может быть, даже придется как-то непредсказуемо себя повести или очень активно себя повести, то тогда может быть здесь какой-то успех. Да? То есть здесь вот просто нужно действовать именно так, как вы считаете нужным, опираться на разум. И, конечно, может быть, придется защищать свои позиции, это тоже важно делать. Но как-то вот все в меру должно быть обосновано, да. И теперь итог дня у нас выпадает карта сердца. Все-таки этот день, он больше всего посвящен настроению, эмоции, счастью, заботе о себе, о близких. Вот знаете, когда для вас самое важное, это чувство комфорта, это чувство любви, какой-то нежности, может быть, щедрость захочется какую-то проявить. Кстати, если, допустим, это новое знакомство какое-то, да, то тут такая романтика. Хороший такой день, очень приятный, создает настроение, создает радость, счастье и так далее. В общем, по окончанию дня вы будете очень довольны, счастливы. Вы будете заботиться о других, и о вас тоже здесь может быть забота. Очень много чувств, очень много эмоций положительных. Друзья, желаю всем прекрасного дня, прекрасного воскресенья, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.